Қонақтар, баршаларыңызды жеңістің 80 жылдығымен құттықтаймын. Мынау Тереңкөл ауданы Еңбек созының тумасы Ботаев Қайрат Рамазанұлы 5173 жауынгер соғысқа аттанып, соның 1723-ы елге оралмаған екен. Соның ішінде бізде Тереңкөлден шыққан 6 Герой Советского Союза бар. Оның біреуі 7-шісі Герой Советского Союзаға ұсынылып, Қайыржан Оспан орден Красного Знамениесіға берілген, бірақ өзі белгісі пропал. Енді осы облыс соғысында іздеп, Покровскийге хат жазып, оның архивтер біраз құжаттарын, ерліктері туралы хат алды. Қуаныштымыз соған, енді оған көшудің мақсатында келіп қойып, алғатыз. Значит, работник РЖ сейчас когда на пенсии, но он занимается спортом очень активно и занимается пропагандой патриотического воспитания. Ошанов Омржан, посмотрите на него. И никто не подумает, что он в одиночку проплыл по этому шоу 70 километров, когда было 70 лет. Он в одиночку доехал из Щербаков в Москву. Он в одиночку на велосипеде доехал из Щербаков в Крым. И сделал еще много-много дел. И в проходившем чемпионате республики по Тарту-Фест, это подтягивание на перекладине в возрасте 60+, он забрал первое место. И сейчас является амбассадором по Тарту-Фест. Этот проект мы включаем в наш проект, и мы его пропагандируем именно так, чтобы вот этих находить кандидатов, которых можно было сказать, что да, ты достоин звания офицера, да, ты достоин, наверное, энергии, которая, как говорится, сегодня борется за чистоту нашей жизни, наших детей. То есть она является основным человеком. За эту организацию, за то, что с села Северного началось вот это дети боевых фронтовиков нашли своих родственников, которые были все-таки причем его говорили в газету, там, братство, герой Сандой, герой такой-то, в жизни он был простым, мягким человеком очень. Я не помню, что он когда-то нас наказывал всегда тихими словами, такими поддержкой воспитывал нашу. И вот это методы воспитания примером, своим поведением, вот это оказало нам большое влияние. Дети мои сейчас, внуки, Симбая Калиева, все получили хорошее воспитание, окончили институты, работают на ведущих должностях, экономисты. Жеңістің 80 жылдығында отан қорғаушылар күніне орай ұмытылмас қаһарман, ұмытылмас батырлар егемендігі еліміздің жастарын әскери патриоттық бағытта тәрбиелеуге қосқан елеулі үлесі үшін Әділхан Қуанышевич Көлмұратов марапатталды. Конкенов, Рашидович Конкенов. Нет, вот это ваше. Приматила Андаевич Мамукулов. Господин полковник, почему не в форме? Я вам выговорил. Все, грамотно остановитесь, полоборота, вы как военные должны чуть-чуть. Жаль, после этого в форме, это все учителя военного. Активным участником проекта вручения. Уважаемые присутствующие, хотел вас всех поздравить с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества, 7 мая, и наступающим праздником 9 мая, Днем Победы. Мы порядка 100 наград от имени нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, потому что действительно вот наши ветераны, труженики тыла, любовь к своей родине, уважение к старшим, да, с депутатского корпуса. Хотел бы вас поздравить с наступающим праздником, пожелать всего самого наилучшего, поблагодарить Совет ветеранов, которые сегодня, и моих коллег, которые организовали данное мероприятие, и вручить его наши почетные грамоты АЛСК от лица областного мастера. Полный снаряженный боевой вертолет горящий. Поэтому еще являлся от погранслужбы к званию Халы Кахарманы, но награжден орденом Айбын. Я еще раз повторяю, это единственный обладатель сегодня ордена Айбын в Павлодарской области. Человек горящий, вертолет, полное снаряжение. То есть кто служил, понимает, это пулемет, это автоматы, это гранаты. И в это горящее пекло он сам раненый. Это было падение вертолета на нарушение границы. И он сумел с пилота. Этот пилот после этого еще продолжал летать. Но
заходите в YouTube, заходите в Google, военно-прикладному виду многоборья, есть такой вид спорта. То есть вот проект увидел СМИ. Татьяна Дмитриевна, вам большой рахмет за то, что вы ночами не спите. И СМИ называем четвертая власть. Татьяна Дмитриевна, большой вам рахмет, счастья, здоровья. Öpkülüm mangayımdan sipep ötken samolda azamdan alakada deppelim ayda dürsem atam eken öküyemde şaka dekin günün özü rüyasına ona bakadım.